Старый-Челек и Арсланбад. Так что участвуйте, поделитесь с друзьями. Самые простые условия. Какие? Здравствуйте, Бекназар. Нет, какие условия? Какие условия? Просто подписаться, поставить лайки во всех постах, там всего лишь 6, и поделиться с друзьями, и отметить трех друзей. Всем удачи всем. Я бы хотел приехать летом на Иссык-Куль покупаться. Я был зимой в прошлом году. Мне очень понравилось, что как море можно приехать и не так сильно популярно среди большого количества туристов, кроме местных. Поэтому я думаю, приеду, если будет возможность. Я думаю, этим летом. Не получилось из-за пандемии. Надеюсь, в это лето мы приедем с семьей на Иссык-Куль. Кроме Иссык-Куля вас ничего не интересует? Ну, если было больше времени, мы бы съездили на горнолыжные курорты, но у нас не было времени, поэтому мы не успели, к сожалению. Ага. Вот. А вот здесь сегодня новые продукты, да, туристические. Я ничего не видел. Мы были на выставке в музее. А продукты я не знаю. Я еще основные продукты не знаю. Я еще Бишкек не видел. Я был в Бишкеке уже 4-й день, а вижу только ночью его и вечером, поэтому... Так, это что у нас такое? Мы представляем организацию Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах. Организуем туры по Кыргызстану, по всему Кыргызстану. Но сегодня на выставке в рамках проекта усиления сельского туризма в Джалалабадской области мы предлагаем туры по Джалалабадской области. На сегодняшний день очень знаменит, например, Сары-Челекский заповедник, Арстанбабские ореховые леса, город Джалалабад, Туктугул. Но немногие знают, что есть и другой туристический потенциал Джалалабадской области. Например, это тоже орехоплодовые леса Караалман, это Падышаатинский заповедник. То есть в Джалалабадской области очень хороший туристический потенциал, и мы хотим, чтобы бишкекчане, гости столицы узнали про этот потенциал и в летнее время, во время туристического сезона выезжали с нами в туры. Особенность нашей организации в том, что мы предлагаем услуги, продукты местного населения. Это всевозможные фольклорные шоу, конные туры, размещение в гостевых домах, размещение в юртах с национальным колоритом. Так, и сколько это все стоит будет? По ценовой политике здесь у нас, вот, например, в Падышаатинском CBT у нас есть примерные туры, то есть это маршруты. Вы можете выбирать для себя услуги. Например, это может быть только размещение, либо это может быть только транспорт, либо это может быть только питание. И в зависимости от вашего запроса будет уже скомпонован какой-то турпродукт, и в зависимости от этого будет цена. Ну, например, в среднем размещение в юртах с завтраком в среднем от 9 до 12 долларов. На русском? Да, а на русском, вот, пожалуйста, то же самое, только на русском. А нет, Кыргызстан. Смотрите, здесь информация одинаковая. Да, просто здесь на русском, здесь на английском. У меня просто вот это. Да. А вы были в Джалалабадской области? Я? Да, я был в Джалалабадской области, это 2 года назад. Ездили мы на санаторий 5 дней. 1 день были в Арсланбабе. Осталось очень благоприятное впечатление. Ага, а вот из того, что вот тут предлагают вам, что-то заинтересовало? На сегодня на выставке в Джалалабадской. Что-то заинтересовало? Меня заинтересовал Казарман. Меня заинтересовал Старый-Челек. Падышата. Ну, планирую посетить какой-то из этих мест. В основном я хочу Старый-Челек с женой. Жена тоже, я ей много рассказывал. Я был последний раз в Старый-Челеке в 1969 году. Тогда ездил. И вот прошло 52 года, но хочу еще раз посетить.
помогаю ознакомиться с тем, как можно пользоваться виртуальным туром по стране. Где какая функция, куда нужно нажать. Вот, если вам интересно, да, то вот вы можете выбрать любую область. Вот у нас над озером Иссык-Куль во всех направлениях расставлены стрелки. Это куда мы можем перемещаться. Вот мы, к примеру, захотели переместиться на каньон Аксай. Я нажимаю на стрелочку, я перелетаю в это место на каньон Аксай. Мы можем также его поворачивать, можем делать ближе. Вот там вот есть машина, видите, он стоит. Это вот там мы остановились, там у меня есть панорама с земли. Я по ней щелкаю. Я сейчас перемещусь на панораму с земли. Вот оно, это место. Я могу повертеться вокруг везде, там посмотреть особенности какие-то. Могу также вот приблизиться, там цветочки разглядеть. Могу уменьшить. Я, если хочу назад вернуться, я возвращаюсь к этой точке на небо. Где она там была у нас? Вот она. Я нажимаю, перехожу в воздух, я вернулся в то же самое место. Можно перемещаться не только по стрелкам. Есть вот выпадающий списочек мест. Это те места, где было снято. Можно здесь выбрать. Также вы можете переместиться. У нас есть карта. На этой карте желтым подсвечено место, где мы сейчас находимся. И мы можем его увеличить, чтобы посмотреть, где это. Вот, мы сейчас находимся вот в этом месте. Мы можем перейти, например, на вот это вот место. Я щелкаю, и вот мы переместились на Соленое озеро. Очень просто. А? Все очень Да, просто. все для того, чтобы удобнее было этим пользоваться. Если кто-то не знает, на буковку «Ай» нажимает, и здесь выходит описание на 3 языках. Что это за место? Не вытеснит ли Вот. виртуальный И туризм понятно. традиционный? Для меня, например, важно, да, вдохнуть этот воздух. То есть виртуально это показывает общий план. Что находится рядом, что находится ближе, какие есть объекты. А в деталях же мы не можем погрузиться туда физически. То есть для меня важно оказаться физически. Наверное, для кого-то, может быть, и есть, что они увидели и удовлетворили свое любопытство. Это, наверное, зависит от менталитета людей. Если люди привыкли, что у меня все только цифровое, я дома сижу и все за меня делают, может быть, это и заменит. Но, к счастью, таких людей пока не очень много. И есть люди, которым важно иметь не что-то виртуальное, синтетическое, а настоящее, живое. От 3000, да, от 3000, не $3000 точно. Кто сказал $3000? От $3000 и выше, да? Нет, не долларов, сомов. А, вот эти очки стоят сомов? Вот, смотри, это 3000, от 3000 сомов до $1500, а не от $3000 до... Телефоны у нас вставляются сюда, в это устройство, значит, называется VR-устройство, и здесь, получается, VR-видео как раз-таки, этот мероприятие, получается, этот проект вот, подготовлен специально такими людьми, они снимали видео, и мы показываем нашим гостям в VR-качестве, то есть вот мы вот это нажимаем, и можете посмотреть через это устройство, положив сюда, полностью Кыргызстан, вы можете попробовать, позвольте, я вам надену, хотите? Так, а вот так, да, получается? Да. Вот. Вот оно, да? Во время просмотра этого видео вы можете почувствовать, как будто вы находитесь там. Вы можете повернуться направо-налево и якобы оказаться в этой местности. Также ознакомиться с нашими достопримечательностями Кыргызстана, да? А вы... Первый раз пробуете? Нет, пробовала уже. И какие впечатления? Классно. Что вы видите? Девушку вижу. Какую? Нет, какую местность видите? Местность. Озеро. Иду. Сарычелек это, да? Вот ведь у нас Джалабадская область. У нас Сарычелек и Арсланбаб. Она, получается, переходит автоматически
Арсланбаб и Сарычелек. Ну и как вам? Отлично. Я бы хотела туда поехать. Но все равно, Давайте я буду снимать. ну, ощущение того, что это не мои глаза. Как-то все равно как-то неестественно это все выглядит. Я не знаю, может быть, в телефоне. Проблема в телефоне. Они оба туда видят. Что вы видите? Озеро. Восхитительное, прозрачное. Так, посмотрите. Поэтому ребенок испугался, да? Типа упадет. Да, конечно, страшно, блин. Да, как будто сейчас упадешь. Да, чуть не упал. Осторожнее будьте, когда одеваетесь эти штуки. Теперь я понимаю, что мы точно туда поедем. Невероятные виды. И ощущение, как будто ты там уже захватывает дух. Мне кажется, если увидеть это воочию, это будет вообще великолепно. Ну, впервые тур по айтматовским местам мы провели вокруг Иссык-Куля благодаря консультационной помощи и личному участию Розы Тарикуловны Айтматовой в сентябре 2017 года. Мы этот тур назвали вместе с женскими активистами «Женские образы мастера Тополек мы в красной косынке». Тур начинается в городе Балыкчи. Во время этого тура мы проехались на южный берег. Для нас была большая честь, что Роза Исааковна Тумбаева тоже с нами путешествовала вот в тот момент. Конечно же, неизгладимые впечатления наши путешественники получают, когда мы едем в Таласскую долину. Тур в Таласскую долину мы назвали «Материнское поле». Один из туров. Туров много. Делаем чаепитие в доме реальной Толгонай, реального прототипа Толгонай, где Роза Тарикуловна, например, показывает, что здесь висел велосипед. Тот самый велосипед из повести «Материнское поле». И когда мы ночуем в доме писателя, там, где он рос, формировался как гений, там, где прошли его подростковые годы, слушаем эти истории, что происходило в Шекере, да, как и так далее. То есть это колоссальное духовное, знаете, такое духовное обогащение получают наши гости. Сколько это стоит? Скажите. Стоимость тура зависит от количества участников, но в среднем это, если мы берем 3 дня и 2 ночи, и полный пакет проживания, питания, и если полный пакет, допустим, одного буса, где 18 человек, то стоимость такого тура будет составлять примерно 7-8 тысяч сомов. Эксклюзивные туры каждый апрель. Называется «Сакура и абрикос». Каждый октябрь называется «Красные листвы». Несмотря на большую разницу между Японией и Кыргызстаном, разницу экономическую, у нас есть сакура, 200 деревьев в военном санатории Тамга. Мне понравился тур именно для местных жителей южной части Кыргызстана. А также мне очень понравилось то, что у нас есть новый тур, связанный с абрикосом. То есть весной, как и в Японии, цветут. Если там цветут сакуры, то у нас цветут абрикосы. И это, мне кажется, очень особый сезон, момент, когда ты можешь посмотреть, увидеть цветение абрикосов. Мне это очень понравилось. И также мне очень понравилось то, что у нас уже вышла 3D
можно посмотреть Кыргызстан через 3D, и это новые технологии, и кому трудно трудно поехать в тур, может увидеть своими глазами на 360 градусов эти красивые наши места. Я иду, и бац, что это такое? Это переносной туалет. Туалет? Да. Боже мой. Такой устанавливаем в горах для наших туристов. Специально для них копаем яму, устанавливаем этот туалет. И не надо искать ни деревьев, ни кустов, ни камней. Да вы что? Да. А все, куда уходит? Все отходы? Все куда? в землю уходит. В землю? А он туалетная бумага даже есть? Да. Ага. А туалетная бумага обязательно. Вот. Душ, да? Вот такой вот переносной тоже душ. Вот сюда вот набираем воду, вывешиваем ее на улицу, она набирается, и потом, когда уже надо будет душ принимать, открываем, принимаем душ. Ага. А как нагревается? Солнечными? Солнечными батареями. Ага. Она снаружи такая тоненькая, быстро нагревается. Так. И на одного человека 20 литров очень удобно. Да вы что? Да. Очень круто. И все в землю, да, уходит? И все в землю уходит. Так, это переносная палатка, где мы размещаем наших туристов. Большая. А как выглядит? Большая палатка на 2 человек. Ну-ка, сними-ка, что там внутри. Ну, обычная, да? Да. Каремат. Такие палатки также мы еще устанавливаем раскладушки. Да ну, да. И раскладушки. Раскладушку покажу, она в юшке стоит. Ага. Так, это наш стенд, все наши 7 областей выделены. Также импровизационный костер. Ага. То есть это все будет... Все не настоящее. А на месте будет настоящее, да? Конечно. Такое в горах очень легко развести. Ой, это что? Это тоже будет там же, да? Да. Мини-стол для... Мини-ресторан. Мини-ресторан в горах. В горах. Для спешл гостей. Блюдо Первое, будет второе, салат. Все проводим тут. В горах. Да, в горах. В полевых условиях. В полевых условиях. Но это только для лакшери туристов. В общем, для дорогих туристов. Да. Все, пойдемте дальше. Интересно, а сколько вот это весь тур будет стоить? Это все зависит от количества человек в группе и какие activities они будут заказывать. Так. Ну, допустим, вот мы прошли же по основным вот местам, да, вот смотрите. Да. Там есть туалет, душ, потом вот ночлег. Да. Обычно вот это вот мини, как скажем, ресторанчик. Сколько всего это все обойдется туристу? Во сколько обойдется? Во сколько? Это смотря от локации, куда мы все это повезем и сколько человек в группе будет. Это все просчитывается индивидуально. Ну, давайте в среднем назовем. В среднем, грубо говоря, $70 в день. Да. $70 в день. Да. Ясно. Дальше. Вот. Также юрточный город, который который уже установлен в наших на наших джейло. Мы это с собой не возим. Но такие юрты у нас есть в наших юрточных городах. На Санколе, на Южном берегу, в Алайской области. Это за отдельную плату, да? Да, это все за отдельную плату. И также наша маленькая юрта детская. Детская? Да. Для детей? Специально для детей, да. До этого у нас тут один ребенок сидел. Просмотр такой юрты вы можете увидеть в селе Кызылту на южном берегу Искольской области. Вот ясно.
Вот такой сервис мы предоставляем для наших туристов. Для местных или для зарубежных? В основном для зарубежных, потому что зарубежные туристы очень интересуются нашими горами, да, походами по горам, нашей культурой. Да, и такое мы предоставляем им только в горах. Только в горах, да? Да, только в горах. А если вот $70 для местного, если будет дороговато, то какие-то опции они будут сниматься? Конечно, да? очень. Все у нас, мы очень гибкие.